Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие, и земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто по вам слезы льет? Кто из-за вас сейчас страдает? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы моими руками откроют то, что сейчас скрыто, вам услышать и знать. Ну вы такая. Из-за вас не грех поплакать. Очень красивая, очень стильная, умная женщина. Женщина как награда судьбы. По крайней мере, так вам мужчины относятся. И любой, с кем вы рядом будете, будет чувствовать себя самым счастливым человеком. Вижу, что вы умеете обратить на себя внимание. И очень часто мужики на вас оглядываются. Даже не просто часто, постоянно. Да, вообще мужчины часто о вас говорят, вами восхищаются, но при этом вы себе цену знаете, вы обо с кем не будете. Вы такая гордая женщина. Гордая, самостоятельная и абсолютно независимая. Да, тут несколько страдальцев. Один из них в прошлом у вас лежит. Человек в прошлом. Человек, который сейчас у разбитого корыта оказался. Знаете, как профукал, проиграл свою жизнь. В молодости как-то сильно ерепенился, либо совсем недавно сильно ерепенился, говорил, да я такой, да я крутой, да я там все могу, мир там на одном месте причинам кручу, верчу, куда хочу. Вот, там пальцами щелкнул, там любая рядом со мной. Слишком много на себя брал. За какими-то погнался он приключениями. Ну, либо какие-то чрезмерные амбиции у этого человека были, а вы шанс ему давали. Прям давали, он вам нравился, возможно, даже влюблены в него были. Вот. Сам профукал. Он думал, что он пойдет где-то корону обретет, вернется к вам, типа, смотри, я король, тебя королевой сделаю. Но не только короны не обрел, но и голову немножко побил, потерял. Частично, по крайней мере, точно. Очень похоже, что он на алкоголе, алкозависимость, ну, либо какая-то другая зависимость, хуже, чем алкогольная. У человека жизнь как разбитая корыто. Вот имел, мог, но не туда пошел, да, не в те дебри залез и как будто бы все проиграл. Сейчас в каком-то ужасном положении, состоянии, ни кола, ни двора, один-одинешенек, куча болезней, букет болезней, и еще и зависимость есть. Пьяные эти слезы, да, постоянно о вас льет, винит вас в том, что вы, дескать, его там в свое время не остановили, не остепенили, позволили ему свою жизнь разбить, ну типа вы виноваты, да, а ведь он был такой шикарный, такой замечательный. Но на самом деле он плачет от того, что оказалось, что только вас любил, либо только вас за всю жизнь смог полюбить. И получается такая драма, да, что та, кого я люблю, не со мной, и со мной уже никогда не будет, потому что я вот превратился в ничто. Вот. Но этому мужчине недолго осталось, если честно. У него очень непутевая жизнь и очень непутевая судьба. Мужчине давали шанс все исправить, когда вы познакомились, ведь с вами он бы мог бы очень хорошо жить и счастливым быть. Но он погнался за какими-то мечтами, за какими-то приключениями. А теперь вот у разбитого корыта. Ну, вы о нем не думайте, он сам себе, как говорится, доктор, да, сам себя проиграл. Ну и теперь, получается, сидит один-одинешенек, страдает, рыдает, где-то далеко от вас находится. Вы ему недоступны.
Да и куда он пойдет, что он может вам предложить. Он сам себе не рад, в зеркало не смотрится. Очень сильно изменился, истаскался, там либо опух, либо там какие-то у него изменения уже на лице. Да, до сроку состарился, обычно говорят. В очень плохом состоянии. Я так понимаю, что ему тут недолго осталось. Тут у него уже, смотрите, какая-то патология или что-то прям серьезное есть. Вот, не думайте, не заморачивайтесь. Человек сам кузнец своего счастья. А если ты вот такой шалтай-болтай, то, в принципе, логично, да? Плохим закончишь. Так, и еще один человек, который за вас слезы льет. Этот человек не свободен. У него семья, причем семья с виду достаточно там стабильная, все у них хорошо. Такая, знаете, картиночка для окружающих. Вот, человек, который больше всего на свете мечтает быть с вами. Но то ли вы не хотите с ним, потому что он женат и не разводится, ну то ли он вам даже еще не предлагал. Да? Потому что, куда он вам будет предлагать, если он женат, если там у него все, знаете, как связано, повязано, и не так-то просто разорвать эти узы связи, даже при том, что любви нет. Человек, знаете, как живет двойной жизнью. То есть днем он семьянин, а вот ночью он ваш целиком, от макушки до пяточек. Он постоянно о вас думает, постоянно мечтает, он видит вас во снах. Во снах вы его жена, вы его женщина, вы две половинки. А на его он семьянин, жена, дети, может быть, даже внуки есть, там родственники. Такой типа порядочный. Девушки мои хорошие, если у вас был роман с женатым мужчиной, вы очень глубоко запали ему в душу, в сердце, и он действительно вас полюбил. Но вот эти страхи, да, что меня осудят, что я там имущество потеряю, они перевешивают его любовь. Если вы сейчас в отношениях с женатым, то он очень сильно страдает, потому что он знает, что не сможет развестись. То есть он побоится осуждения, побоится, что там от него родственники откажутся, там дети перестанут с ним общаться, что он имущество какое-то потеряет. Да, боится. Из-за этого страдает. Вроде как любит и любит сильно. И только вы ему одна нужны. Но вот эти страхи меркантильного характера, они перевешивают, к сожалению, в сегодняшнем дне. Но вижу, если вы захотите его из семьи выдернуть, у вас получится. Вы имеете какую-то неограниченную власть над ним. Власть, да. Просто другой вопрос, нужно ли вам это? Нужны ли вам эти проблемы с его родственниками, с его женой? Он там будет тоже несчастный, бояться, переживать. Не знаю, то ли он у вас такой зажиточный, то есть ему есть что терять. Почему-то вот имущество показывают. Не только родственников, но и имущество. Может быть, он все это зарабатывал, там с нуля начинал, да, много всего заработал, там машину купил, квартиру, дачу, и понимает, что все придется потерять. И для него это такой прям душераздирающий момент. Тяжело, да, ему очень тяжело. Невероятно тяжело. Он пытался выкинуть вас из своего сердца, но не получилось. Не получилось, и это невозможно, потому что таких женщин, как вы, невозможно забыть. Невозможно. Вы слишком яркая, вы слишком красивая, вы очень необычная. И так, как вы любите, ни одна другая любить не умеет. Такая информация еще идет. Да. И сейчас он, бедненький, мучается, страдает, не знает, как по ему поступить правильно. И вообще, как выйти из этой ситуации. Так, и еще какая-то женщина, не то чтобы страдает, но очень сильно за вас переживает. То ли мама, то ли бабушка, то ли сестра, то ли подруга. Переживает и за вас, и за вашего будущего, и за вашей личной жизни. Ей очень хочется вам помочь, ей очень хочется, чтобы вы были счастливой, но как это сделать, она не знает. Просто не знает, не понимает. Но вы для нее прям близкий, родной, любимый человек.
И если это ваша подруга, то цените эту подругу. Она действительно вас по-настоящему любит, ценит, вот как сестру. И готова для вас что угодно сделать, только не знает что. Ну а если это ваша мамочка, то здесь все и понятно, да, почему она так переживает и так сильно вас любит. Еще, кстати, мне одного мужчину показали, похожего на барана. Может, у него фамилия какая-то с баранами связана. Может быть, он по характеру такой баран или этот овен. Этот мужчина, он к вам как будто бы, ну не то чтобы присматривается, скорее как у вас недавно встреча произошла. Встреча, знакомство, может быть, в одной компании вы находились. И этот мужчина, он как будто бы влюбился в вас с первого взгляда. И сейчас страдает, потому что не может к вам подойти. Либо нет такой возможности, либо, может быть, вы где-то отдыхали, там, познакомились с этим мужчиной, разъехались в разные там, не знаю, города, в разные страны. И он такой несчастный, он не видит дороги к вам. Вот сейчас не видит дороги и из-за вас страдает. Он думает о вас, он хотел бы лучше, больше, глубже с вами познакомиться. Но пока это невозможно. Вы произвели на него какое-то невероятное, неизгладимое впечатление. Знаете, как будто бы при первой встрече вот сердце его тронули. С ним такое впервые произошло. Впервые. Если бы он знал, как вас найти, либо если бы он знал, с чем к вам подойти, была бы такая возможность, он бы ее не упустил. И еще его показывают справа и ближе к венцу. То есть я так понимаю, что еще шанс ему выпадет, либо он еще как-то в вашей жизни проявится. Но очень похоже на случайное знакомство. Случайное знакомство в одной компании, на отдыхе, на каком-то мероприятии. Да, вот где-то вы познакомились с мужчиной. Кстати, вот еще особенность. Когда вы с ним познакомились, мужчина, ему сложно было говорить. Он больше молчал, прям любовался вами, поедал вас глазами. Об этом показали. Ну, видите, мои хорошие, все бывает. Вы женщина очень привлекательная, у вас невероятная харизма, и вы любого можете влюбить, с ума свести, была бы на то ваша воля. Просто вам это не интересно, и вы живете своей жизнью, своими задачами, своими делами. А так вы невероятно очаровательная. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.